Чебоксарах вновь стартует чувашский кинофестиваль «Азам», второй по счету. Он откроется 24 октября в Большом зале Национальной библиотеки. Уже можно сказать, что нынешний фестиваль пройдет с большим размахом, чем предыдущий. Какие фильмы заявлены на конкурс, откуда приедут гости и появится ли в Чувашии собственная киностудия, узнавала моя коллега Наталья Егорова. Первый фестиваль «Азам», говорят организаторы, вызвал большой резонанс. О чувашском кино узнали далеко за пределами республики. Если в прошлом году фестиваль был скорее камерным, то на этот раз к нам захотели приехать кинематографисты не только из российских регионов, но и из-за рубежа. К нам изъявили желание приехать из Молдовы, из Киргизии, а также из регионов России. Это Дагестан, Саха, Башкирия, Татарстан, Москва, а также Болгарский культурный институт из города Москва. Правда, все гости будут показывать свои фильмы вне конкурса. Также нашим фестивалем заинтересовался возглавляемый Никитой Михалковым Союз кинематографистов России. Имел телефонный разговор с заместителем Михалкова Никиты Сергеевича. Они знают о том, что мы провели первый кинофестиваль «Азам». В этом году хотели, как по их словам, но не получилось, но в дальнейшем они обязательно будут присутствовать. И, естественно, они нас пригласили, чтобы мы вошли в состав Российского союза кинематографистов. Но пока первоначально мы договорились, что будем сотрудничать. Гораздо больше организаторов фестиваля волнует другой вопрос. Они хотят создать в Чувашии государственную киностудию. У многих соседей крупных регионов подобные студии уже работают. Это дает гораздо больше возможностей для развития кино в республике. Этот процесс сейчас идет. Если сейчас сказать, документы сейчас мы готовим. Скажите на эту тему, да. Будем надеяться, что год кино этот вопрос положительно решится. В этом году среди фильмов участников фестиваля наблюдается еще большее жанровое разнообразие. Триллер, мелодрама, даже артхаус. Кроме того, достаточно много анимационных работ. Правда, все они в основном представлены одной студией – Алатырской. Как всегда, активен режиссер Юрий Спиридонов. На фестивале он выдвинул много своих фильмов, как игровых, так и документальных. Все конкурсные и другие работы будут транслироваться на двух площадках – в Национальной библиотеке и в зале архива электронной и кинодокументации, больше известном как Чувашкино. Вход бесплатный. Наталья Егорова, Михаил Солин, Вести Чувашия.